Стокгольм, март 1969 года. На льду идет одна из битв эпохи Холодной войны. Через 7 месяцев после того, как советские войска вторглись в Чехословакию, сборные этих стран встретились в чемпионате мира по хоккею. Ян Гавел и Ян Сухи рвались отомстить за оккупацию своей страны. Все ребята были патриотами и не выносили оккупацию. Мы были готовы оставить на льду сердце. У нас была такая сильная мотивация, что выбор был только один – победить или умереть. Еще слишком свежа была память о событиях августа 1968 года, когда советские танки и сотни тысяч солдат подавили Пражскую весну. Это была реакция Москвы на реформу нового руководителя Чехословакии Александра Дубчика, который отказался от цензуры и ограничения политических свобод. Мы чувствовали ненависть, потому что мы видели, как все это происходило. В марте 1969 года Чехословакия находилась под жестким контролем Советского Союза. Все ждали, что советская сборная будет доминировать и на льду. Конечно, был какой-то негативный отпечаток. Для легенды советского хоккея Бориса Михайлова это был первый чемпионат мира. Мы же не будем говорить, как они нас в наш адрес говорили, кто мы такие. Поэтому, что говорить, они пускай это останется на совести их душ. В первой из двух игр между этими командами было много эмоций и физической борьбы. Игроки сборной Чехословакии были более агрессивны, чем никогда. Когда мы вышли на лед, мы чувствовали гнев и злобу из-за того, что они у нас натворили. Сборная СССР отвечала той же монетой, и жесткая игра Михайлова не осталась незамеченной соперниками. Мы его называли русским псом, потому что он мог ударить или уколоть. Я бы назвал это трусостью. Стоило чуть зазеваться, и он мог неожиданно нанести травму. В какой-то момент встречи сразу двое хоккеистов советской сборной оказались на скамейке штрафников, и Ян Сухи забил первую шайбу. Разумеется, я был счастлив. Мы решили, что забьем первый гол во что бы то ни стало. В итоге сборная Чехословакии забила еще одну шайбу, и матч окончился со счетом 2-0. А на послематчевой церемонии игроки отказались пожимать руки советским хоккеистам. Американцы нас ждали у входа в гостиницу, и у каждого в руке была для нас бутылка виски. Так они нас поздравили с победой над СССР. На улицах Праги тоже царило веселье. Ликующие болельщики высыпали на Вацлавскую площадь. При этом они не видели, что чехословацкие хоккеисты отказались пожать руки соперникам. Эти кадры в эфир не попали. Для второго матча Ян Гавел решил найти другой символ протеста. Он и еще 4 хоккеиста заклеили черной лентой красную звезду на свитере. У чешского льва на голове корона, а не звезда, которая на него давит. Вторая игра получилась еще более напряженной. Русские били и кололи из-под тишка. Нам пришлось потерпеть и играть, несмотря на травмы. Сборная Чехословакии победила со счетом 4-3. В Праге снова царило веселье. Счет обоих матчев стал политическим символом. Его рисовали на стенах по всей столице. Но гуляния вылились в беспорядки. Было разгромлено и сожжено представительство Аэрофлота, хотя, по словам американского дипломата и некоторых других, этот инцидент был провокацией чехословацких спецслужб. Это игры 1969 года были чем-то вроде мести не только для игроков, но и для всех жителей Чехословакии, которые чувствовали себя униженными оккупацией в августе. Чехословацкая команда вернулась домой с бронзовыми медалями, а золото все равно завоевала советская сборная. Те 2 вечера они были сильнее нас. И они заслуженно победили. Я имею в виду в играх между нами. Но в целом мы выиграли первенство мира. В политическом отношении хоккейные бунты стали поводом для закручивания гаек. Вскоре был вынужден подать в отставку Александр Дубчик, который все еще формально оставался у власти под жестким контролем Москвы.
Игроков хоккейной сборной допросили в связи с заклеиванием звезды. Яна Гавела год не вызывали в сборную и запретили говорить о победе над сборной СССР. Об этом нельзя было говорить, нельзя обсуждать. Нам запретили говорить правду. Но и 50 лет спустя Ян Гавел и Ян Сухи помнят эти две дорогие их сердцу победы. Они гордятся тем, что принесли радость соотечественникам и восстановили честь оккупированной страны.